Соблюдение социальной дистанции как одно из наиважнейших правил и мер по противодействию коронавирусной инфекции. С ними ознакомлен и Ибрагим Мурзабеков. Сюда, на избирательный участок, он пришел выполнить свой гражданский долг. Тем более, что для него, как студента пожарно-спасательного колледжа, среди всех изложенных поправок в Конституцию, одна из них наиболее важна. Я пришел сюда, чтобы выразить гражданскую позицию, и тем более в этих поправках есть то, что для меня нужно. В этих поправках говорится о статье 67 «Качественная и доступная медицина». Избирательный участок номер 616, расположенный в стенах школы-интернат города Назрань, охватывает 14 улиц. А это 2600 жителей из активной гражданской позиции, включая работников госучреждений и частных организаций, расположенных поблизости. Не может не радовать и тот факт, что второй день голосования по поправкам в Конституцию вовсе не уступает первому по количеству желающих, рассказывает Лейла Майсигова. Главное, чтобы у нас здесь это проходило на добровольной основе, не принудительно. Главное, еще раз, это явка. Мы не столь обеспечиваем явку, сколько мы работаем, говорим людям, приходите, делайте как волеизлияние, свободное. Хотите – да, хотите – нет. Ваше мнение, ваше видение этих поправок в Конституции не принудительно. Это право любого избирателя. Но мы просим прийти на участок. Времени на отдых как у волонтеров, так и у наблюдателей совсем нет. Ведь любые нарушения на избирательном участке просто неприемлемы. Заслуживают отдельного внимания и меры, предпринятые в связи с угрозой распространения коронавируса. Отдельные друг от друга вход и выход, измерение температуры при помощи термодетектора, также маски, перчатки, дезинфекция рук и даже ручка. Каждому избирателю дается своя. Нарушений не зафиксировано. Все меры безопасности мы соблюдаем. Явка сегодня, как вы видите, очень хорошая. Людей приходит много с разных организаций. Также жители города Назрань также активно голосуют. Будь то пенсионные реформы или же поправки о единстве и Боге, о детях и самобытности народов и поддержке соотечественников, все они пришли сюда так или иначе поддержать изменения в основной закон страны, сделать выбор в пользу светлого будущего как для всей страны, так и ингушского народа. Есть здесь у нас, в принципе, поправки, вот что мне нравится. Статья 67 «Семейные ценности», потом защита человека и труда, социальные гарантии и доступная качественная медицина каждому. Голосование по поправкам в Конституцию – личное дело каждого, рассказывает и общественный деятель Дауд Мальсагов. Сегодня я присутствую на этом участке и как наблюдатель, и как общественник. Вот. Что хотел сказать, это дело сразу говорит, что это сугубо личное дело каждого. Пришел, проголосовал, хочешь он проголосовал, хочешь он не проголосовал. Тут принуждения никакого. Ну вот так вот смотрю, вроде как бы активно идет все. Важно напомнить, что поправки в Конституцию касаются защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Зелимхан Калоев, Адам Миришков, Магомед Белакиев, Новости 24.